Аллаха, вперед! Наше время вот-вот, день за днем настает. Уничтожим следы безбожного мира, и двуглавый орел раздвоенный падет. Мать Россия проклянет заблудшего сына. По самое горло сыты русской культурой. При царях, при союзе мы заноза для них. Мы сыты вниманием, заботой и дружбой Российской империи. Ей верили мы. Но верить в Аллаха нам надо. Кавказцы, коль нам посчастливилось принять ислам, мы вычистить расу должны постараться. Вести шариат, как закон мусульман. Нам жить предстоит, как в священном писании. Но надо осиливать путь, учиться наукам, в страницах Корана. Счастливые годы нас ждут. Валикум ассалам. Мурат, Дамир. Алхамдулилlah, все хорошо. Все в норме. Муслим, валикум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату. Так даже лучше видно. В общем, подожду. Я как раз после встречи. Да, валикум ассалам. Ламан хумаршвол, валикум ассалам. Муслим, иншаллах, Даймах будет свободным. Так. Ники. Хасан. Валикум ассалам. Маршдовал, Шушадаша. Еще минуту подожду. Бяхма Белыш, дайте я. Вот эти слова мне нравятся. Ислам Бунхоев. Вставай, великий войнавский народ! 96-го года. Неукротимый долг чести с Геуром на битву зовет. Вперед, раб Аллаха, вперед! Наше время вот-вот, день за днем настает. Уничтожим следы безбожного мира, и двуглавый орел раздвоенный падет. Мать Россия проклянет заблудшего сына. По самое горло сыты русской культурой. При царях, при союзе мы заноза для них. Мы сыты вниманием, заботой и дружбой Российской империи. Ей верили мы. Но верить в Аллаха нам надо. Кавказцы, коль нам посчастливилось принять ислам, мы вычистить расу должны постараться. Вести шариат, как закон мусульман. Нам жить предстоит, как в священном писании. Но надо осиливать путь, учиться наукам, в страницах Корана. Счастливые годы нас ждут. Решил чуть еще подождать, потому что я не опубликовал, что у меня будет интервью, эфир сейчас. Валикум ассалам, ва рахматуллахи ва баракату. Нет, это не Алим Султанов, это Ислам Бунхоев. Вот. Ну, это песня, ну, там очень хорошие слова, кстати. Очень хорошие слова, как раз подходящие к сегодняшней ситуации у нас дома и вообще. Вот. Ислам Бунхоев. Так, поприветствую я вас всех. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я вас приветствую. Так, когда сделаешь ролик про Басаевых, может быть, про Басаева, вот. Я сейчас
У меня просто времени не хватает, чтобы делать какие-то ролики. Это, наверное, некоторые думают, что это очень легко. Нет, это не легко, это монтаж, это огромная работа. Но сейчас я занимаюсь другой работой. Мысль такая была. Вчера у меня такой один разговор состоялся, вспомнил. В общем, ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Насчет Ширвани я не знаю, я ничего не могу сказать про Ширвани Басаева. У меня нет никакой информации по этому поводу. В общем, только что встречался с молодежью в городе Ницца. Я все еще продолжаю быть здесь. Город большой, но тут и много наших чеченцев. Вот. Где-то в районе 10 тысяч в одном городе, ну и в округе. И каждый день там по 10, по 15, по 20 человек по-разному. В общем, каждый день встречаюсь. И сейчас буквально вот эти парни, наши братья, молодежь из города Ницца пригласили меня. Сказали, мы хотим с тобой встретиться, поговорить, услышать тебя, твое мнение, говорит. Я говорю, я-то вообще-то приехал, чтобы узнать ваше мнение, вам задавать вопросы. Вот. Ну, хорошо посидели, поговорили, пообщались про сегодняшнюю ситуацию и выход из этой ситуации. И выход из этой ситуации, их идеи, мои идеи, они совпадают. Вот. В общем, только что оттуда еду. Фрикс, вот, к примеру, начнется сейчас война в Чечне. Кто будет поставлять оружие и как? Потому что 100% Россия все прослеживает жестко. А может быть, нам сделать все возможное, чтобы не допустить этой войны? Почему с такой легкостью вот ты пишешь, и некоторые известные лица призывают людей на войну и даже хотят ее? Как это можно вообще говорить? Наш народ, если ты чеченец, то я скажу по-другому. Мой народ испытал 2 войны и сегодня находится под оккупацией. И я не хочу, чтобы мои братья воевали даже и погибали, были убитыми. Вот. Так что надо сделать все возможное, чтобы сохранить людей, тем более сохранить сегодняшнюю молодежь и препятствовать тому, чтобы эта молодежь куда-то ездила воевать, в какую-либо страну. Вот, ну, насколько я знаю, насколько я слышал это, более 1000 чеченцев были брошены в Сирию. Я уверен, что это было сделано руками российских спецслужб, чтобы вот так уничтожить чеченцев. Бросают то в Сирию, то в Украину. И поэтому я говорю, мне не хотелось бы, чтобы были какие-либо войны. Что я хочу, чтобы эти молодые парни, наши братья, учились и были, то есть готовились для того, чтобы быть полезным для своей родины. Вот где большой газоват, большой джихад. А не так, чтобы бросать их в эту войну, в другую войну. Не надо такого делать, и наоборот, надо просить Аллаха, чтобы мы избежали этого. Когда мы двинемся на Кавказ, это знает лишь Всевышний Аллах.
Но мы должны быть готовы ко всем любым событиям, должны быть готовы ко всему. Фрикс, ну надо же предателей вытеснять, начинать. Ну знаешь, тут тоже их хватает среди нас. Среди нас. Вот сомнительных людей, которые цепляются и за нашу сторону, и цепляются за сторону этих русских марионеток. И я считаю, что их тоже надо выявлять и называть их имена. Так. Алейкум ассалам. Алхамдулилlah, шадик дигду, чеченов, чеченский. Алейкум ассалам. Так, Чеченов, чеченский. И что думаешь про форум в Чехии о деколонизации этого сатанистского, фашистского, террористического недогосударства с комплексом неполноценности? Я считаю, что участие на этом форуме – это ошибка. На таком форуме. Фрикс, что сделать с Кафыровым? Я уже не устал про него говорить, скажу так. Ну, имеется в виду, не хочу про него говорить. Он того не заслуживает, даже пару слов, чтобы про него говорили. Слишком много о нем говорят, и то, что мы сказали, уже сказали. Холден, Тов, так, Анзор, добрый день. А с эвакуацией в Украину к братьям эвакуация братьям помогаете? Дома дома Россия разбомбила, а нас зовут боевики. Но я не понял просто насчет эвакуации в Украину к братьям помогаете. Да, мы братьям помогаем. Мы помогаем Украине. И будем помогать, и будем делать все возможное, что в наших руках. Привет из Черновцов, брат. Привет, добро пожаловать, добрый вечер. Так, АД. Известные, в кавычках, пусть пойдут на передовой. Но вот тот, кто призывает нашу молодежь на войну, пускай становится в первые ряды и покажет себя в бою. И сегодня то, что я вижу, я очень недоволен некоторыми там высказываниями, заявлениями, да, я недоволен. И я лишь скажу, кто хочет воевать, или, ну, скажем, еще точнее, кто хочет посылать других чужих сыновей воевать, пусть сам становится спереди, как это делали всегда наши лидеры, и сделали всегда наши амиры, которые так и погибли, воюя против русских оккупантов. Легко сидеть здесь в Европе и посылать чужих сыновей. Легко. Халхавель, кшагейт виес и камел дешевик. Волчу. Молодец. Самый лучший газоват – это воспитание полезного поколения. Вот именно. Мы должны сохранить это поколение, мы должны учить их, мы должны направлять их в правильное русло, показывать им правильный путь, как всегда я говорю, к знаниям. Вот эти знания нам пригодятся. Ладно, может быть и не нам, но пригодятся нашей Родине. Я почему говорю, может быть не нам, может в то время нас не будет, но пригодятся нашей Родине. Вот священный джихад и лучший газоват.
Абдулла Абрек Анзор, я не желаю войну, но без войны не получится. Украина, смотрите, сегодня, если не сопротивлялся, что было бы там? Ну, я говорю тоже про войну. Наш народ видел две войны, испытал ее на себе. И у нас было убито более 300 тысяч только мирных жителей. А кто хочет этого повторения? Я вообще-то говорю про совсем другое. Да, когда надо будет, когда наступит этот момент, вот тогда выступим. А не так, чтобы появлялись такие люди, всякие там проходимцы, аферисты, и звали молодежь на войну, сами оставались бы в стороне, торопить события. Нет, это неправильно. Дейл Рейсхейл, если Хайгу дал Езель. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату. Очень не хочется, чтобы была война у нас в очередной раз. Не дай Аллах этого. Ну, да, когда первая война начиналась, первая русско-чеченская война, когда потом начиналась вторая русско-чеченская война, ее нам принесли, ее нам навязали. Никто не хотел этой войны. Да, мы не можем знать, что будет через полгода, через 5 лет, мы не знаем. Но просто мы должны быть сильны, едины и должны быть готовы к любым событиям. Никто не хочет войны, будь она проклята. Ну да, мы не хотим. Мы выступаем против войны. Но находятся такие люди, которые призывают к ней. Вот призывают других людей на войну. Прогресс Маршвойл, ва алейкум ассалам. Аюб, ва алейкум ассалам. Алхамдулилlah, успехи. Каждый день. День просто так не проходит. Очень продуктивный. Работаем. Много общаюсь. Чеченов чеченский, это по поводу форума в Праге, пишет, чеченский пишет, я тоже думаю, ошибка, ведь мы не народ Эрофии, чтобы решать о деколонизации, пусть это решает народ Эрофии. Ну, да, причем тут мы? Мы отдельное государство. Отдельное государство. Мы не Эрофия, мы сегодня оккупированы. И участие на таких форумах – это большая ошибка. Нельзя. Маэстро, Анзор, ты говоришь, не хочешь войны, но войны только войной останавливать. И еще Россию разговором невозможно уговорить на то, чтобы она перестала угнетать чеченцев и всех остальных народов Кавказа. Я вот что хочу сказать, еще раз повторюсь. Я не хочу, чтобы кто-то кого-то призывал на войну. Когда у нас будут какие-то события, когда они будут, или там, когда наступит это время, вот тогда выступим. Вот тогда покажем, где наше. И это наше, которое у нас забрали, мы заберем обратно.
нохчу анзор вай арианц берш цхан қиетарх хохулшту бо валай со хор дина ишцагош ветлу шу сом ниц мел коча вош ветлу жима вохка да гүрш сами ишт ашу ама кес духса аш ца гулам бир бу иншалла. Ва алейкум ассалам. А почему все говорят за Ичкерию, если объявили Эмират Кавказ там и так далее? Чеченская республика Ичкерия. Вот наше государство. И не надо рушить, разрушать и делать что-либо против этого государства. Это государство создавали мы, чеченцы, и наши великие, мощные лидеры, начиная от Джохара Дудаева, нашего первого президента. И они погибли, отстаивая Чеченскую республику Ичкерия. И сегодня кто говорит, что надо называть вот так или надо менять флаг, не надо ничего. Это были умные, намного умнее вас, тех, кто это говорит сегодня. Это были герои нашего народа. Настоящие, истинные чеченцы и мусульмане. Ва алейкум ассалам. Дуих хуман гулмах лецен. Хиц жаптелерс вецан вешин. Астя бяш бол из аттадачун даму акест волшхитер бу и гулам хира бу. Цас болчан ла амсале ихули. Ма ихир болшбу. Телефон ёхлося, нагревается. Пока смотрю. Телефон нагревается, поэтому процессор и камера работает, загружает телефон. А шторм, будто ветер дует, а это ветер и дул, как его, кондиционер. Красный. У меня телефон нагревается, что есть очень плохо. Так, сейчас я посмотрю, пропустил ли я что-нибудь здесь.
А вот интересно, кто-нибудь из Ниццы есть тут? Чеченец 79, чеченский. Анзор, брат, почему не одобряешь присутствие наших на форуме? Деколонизация красиво звучит. Много что красиво звучит. Но есть правильные и неправильные вещи. Я не считаю, что наши лидеры одобрили бы участие на таких форумах. Вот почему я так считаю. У них была твердая позиция. Маэстро, Анзор, я тебя понял. Ждем и готовимся, одним словом. Да, готовься. Готовься к лучшему. Bergman, валикум салам. Билгалдали Гулманде. Цадалла. Кучуах покасм, алацала. А то есть такие люди, которые сидят и делают, проводят такую работу против нас, пытаются что-то делать. Чеченец 79. Без развала, иначе говоря, деколонизации свободы не видать, я так думаю. Развал России уже, скажем, уже об этом открыто говорят, и он будет, и наступит наш момент, когда уже мы начнем действовать, когда мы уже будем забирать свое, которое у нас отобрали, иншаллах. Beginner Science. Если американцы примут резолюцию о признании России как страны спонсора терроризма, по-моему, этого мир обратит внимание на российскую агрессию в Чечне и помогут нам с деоккупацией, как думаешь, Анзор? Ну, знаешь, в первую очередь мы должны верить самому себе, в свои силы. Ну, вообще, в первую очередь мы должны верить в силу Всевышнего, а потом уже верить себе, в свои силы, свои ресурсы. Вот что нужно. И это даже сегодня касается Украины. Не надо верить в какой-то другой стране, что они помогут. Нет, если народ с тобой, если народ рядом, вот твой самый главный арсенал, вот на кого надо надеяться, вот кто будет помогать тебе в деоккупации и во всем другом, и в становлении, и в построении государства. Народ нужен, народ. А не надеяться на Америку, там, на Европу, или там Саудовскую Аравию, Турцию, без разницы. Анзор, Шархан пишет, Анзор, расскажи про Риском, то есть президентский дворец. Как он выглядел после захвата Грозного, когда отступила Россия?
После захвата Грозного в августе 96 года президентского дворца не было, потому что в 96-м, кажется, было в начале, русские и их марионетки, они взорвали это здание. Там было мощное здание. В общем, они подложили много мин и взорвали это здание, как чтобы уничтожить якобы символ чеченцев, символ Ичкерии. Ну, что потом произошло? Потом мы захватили Грозный, и, как ты пишешь, Россия отступила. Ацаева Магомеда, помнишь? Ну, я не знаю. Сейчас я многих людей знаю, но так, чтобы по именам, фамилиям, чтобы запомнить, но что-то не помню. Маэстро, признание России спонсором террора, это всего лишь ее ослабит. Да, согласен. С ней нельзя будет заключать контракты другими государствами. Она станет токсичной. То есть санкции будут действовать в отношении других государств. Да, есть такое, правильно. Ну, и сегодня эта страна стала уже помойкой и страной-изгоем, откуда исходит вот такой неприятный запах. И многие отвернулись от этой страны. Да, эта страна могла бы жить сегодня красиво, лучше, чем другие даже, с такими ресурсами, если бы там в Кремле сидели люди, которые думали бы о своем народе и о других народах тоже. Но эти люди, если их можно назвать людьми, не умеют жить и не дают другим тоже жить. Анзор, а Хамзата Ханкарова, помнишь военного коменданта Ичкерии? Конечно, помню. Далдехал, Воли, Далазат, Побал, Дельсон. Да, я помню Хамзата. Так. И не думаешь ли ты, что при первой трудности те демократы не кинут, а ну-ка, не кинет тебя, как те демократы, которые предали Аслана? Какие демократы? Пофамильно. Напиши, я просто не понимаю. Знаешь, что я скажу? Чеченцы настоящие демократы. У нас всегда существовала демократия. Мы, ну ты прекрасно знаешь, что у нас даже нету слова «вы», обращения «вы». Мы говорим на «ты». И даже обращаемся к президенту на «ты». И ну, не мне сейчас тебе все это объяснять и говорить, и ты прекрасно знаешь, о чем я сейчас говорю. Мы всегда прислушивались к народу, всегда это было, во всю нашу историю. Кроме вот этих существ с низкой социальной ответственностью, которые сегодня служат Путину, вот, кроме них, которые сегодня издеваются над нашим народом и в действительности проявляют вот террор, совершают террор и диктатуру. А про каких-то демократов говоришь, я не знаю. Так, я, наверное, сейчас буду завершать уже.
общем, дочитаю, досмотрю ваши вопросы и пойду. И, наверное, где-то завтра, послезавтра у меня есть пару тем, таких хороших тем. Я теперь буду в точку бить и буду вещи называть своими именами. Потому что люди, и даже и их людьми тоже не назову, эти лицемеры и аферисты, вынуждают говорить и называть все вещи своими именами. Я бы сейчас, если бы достал бы кое-что, показал бы. Ну, просто далеко лежит. Но я покажу скоро. Очень интересная вещь. Интересная. Я не позволю этим лицемерам обманывать людей. Не позволю. Иншаллах. Сейчас лозур думаю отходыркан. والله لوزو ترواتس تصحدا لوزو ترواتس هر كيجيناخ بوي هر وي كيجيناخ إي كيجيناخ لوزو بوي ترواتس ديل دا لوز بوي ترواتس да, عين долци. Я не знаю, Алекс, про какое ты сообщение, но я сейчас постараюсь найти, если недалеко, конечно. Под конец твой отец призвал его, назначил его мэром Грозного. Пекар, Миск, почему? Понятно, тут только отвечает знакомым. Ну, те люди, которым я сейчас отвечаю, я их даже не знаю, кто они, где они. Отвечаю вот на вопросы, которые я считаю адекватными, и поэтому я на них отвечаю. В общем, так. Хорошо, мои дорогие. В общем, ждите новостей. И все будет, иншаллах, хорошо. Не слушайте людей, которые громче всех кричат и больше всех говорят. А так, все в руках Всевышнего, иншаллах. Шамиль сильно злился, когда проиграл Аслану Масхадову на выборах президента. Нет, они после этого пошли чай попить. Так, еще раз благодарю. В общем, скоро свяжемся. Аллах рейсвыр масана, аллар лушхыл, ойля шахыл, сема хыл, шадек дейлерду. Такбир, Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.